Две памятные доски, посвященные первой чувашской кинозвезде, установлены в Чувашии. У актрисы Тани Юн жизнь сложилась ярко, но непросто. Благодаря ее таланту и сыгранным ролям зрители в нашей стране и во всем мире узнавали о Чувашии. Место появления на свет и место последних дней жизни актрисы Тани Юн. В один день, 120 лет спустя после ее рождения, на карте Чувашии две важные точки были отмечены открытием памятных знаков. На финальных титрах фильма, которые можно снять о жизни и творчестве актрисы и ее мужа, основателя Первого национального театра Чувашкино и Акима Максимова-Кошкинского, стоило бы написать еще не конец. Перемотаем историю с конца на начало. В этом доме номер 14 по проспекту Ленина в Чебоксарах супруги провели последние годы своей жизни. Торжественную церемонию открытия мемориальной доски приурочили к 120-летию со дня рождения актрисы. Таня Юн стала лицом нашей республики. Она не раз появлялась на обложках популярных советских и зарубежных журналов того времени. Но репрессии запустили механизм отмены. Именно актрисы и режиссеры оказались под запретом. Практически все копии фильмов были уничтожены, сожжены. Из 6 полнометражных картин в архивах уцелели лишь 2. Родной дом был снесен, даже слой земли под ним сняли, чтобы на том месте не осталось ничего, кроме пустоты. Но, как говорится, снова прорастет трава сквозь все невзгоды и ненастья. Появился новый дом с новыми хозяевами, которые помнят о тех, кто жил здесь раньше. В республике состоялись интересные мероприятия, а на могилу актрисы легли свежие цветы. По инициативе молодежной группы «Хастар» при Чувашском нацконгрессе в родной деревне Чурбай установлена памятная гранитная доска. Через 12 десятилетий молодежь стремится узнать больше об актрисе. Праздник большой. Здесь родилась самая известная киноактриса, самая первая, это Татьяна Юн. Конечно же, наша мечта исполнилась, это открытие доски памяти Тани Юн. История творческой жизни, которая останется в памяти народа и будет источником для вдохновения нового поколения кинематографистов и творческой интеллигенции Чувашии. Анна Филиппова, Алексей Енейкин, Святослав Петров. Вести Чувашии.